Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чему точно быть и чего вам в жизни не миновать? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками. Сейчас она скрыта, это очень важно. Так, чему быть, чего не миновать. В левой стороне у вас огромный костер, и вы, и мужчина вот подкидываете поленья в этот костер, и он разгорается все ярче и ярче, все больше и больше, все жарче и жарче. Это страсти. Это страсть между мужчиной и женщиной. Вы у меня все разные. Кто-то в паре, кто-то в браке, а кто-то лишь только в поисках. Но вам в жизни не миновать безумных страстей, безумного влечения. И когда двое просто в унисон горят страстью, желанием, просто обожают друг друга. Что-то невероятное. А в левой стороне, я так понимаю, что вы уже и не верите, и не ждете, и не надеетесь, а особенно те, кто, например, долго в браке, да, с одним и тем же мужчиной. Вы тогда на него смотрите и думаете: какие страсти, Господи, да, какие, все уже прошло, все уже забыто, уже друзья. Я вас удивлю, здесь будут страсти, такие, что вы прям позабудете все на свете. Вот голова кругом пойдет, вот накроет вас этой волной страстью, позабудете обо всем на свете. Да, не факт, что с мужем, вот так я вам скажу, может быть, появится у вас такая отрада в жизни, да, где вы страсти испытаете, но кто-то и с мужем еще испытает, а кто-то вот буквально со дня на день встретит своего страстного любовника и закружится, завертится, и в этом костре вы оба будете гореть. В хорошем смысле этого слова. Страсти точно будут, и страсти просто безумные. Это то, чего в вашей жизни еще никогда не было. Это то, чего вы никогда не пробовали, но, возможно, об этом слышали. Либо в книжке читали, либо в фильме смотрели. Вы же у меня все разные. Но страсти точно будут. Тут не миновать. Дальше. Вас показывают птицей, которая стремится лететь вверх, все выше и выше. Сейчас вы на земле, но у вас крылья отрастают. Видите, какие крылья? Как буква Ф даже, да, похоже на букву Ф. Крылья-то отрастают, длиннее и длиннее становятся. Значит, все выше и выше вы сможете подниматься и летать. Это может быть карьера. Это может быть уровень, образ жизни, да, уровень достатка. Кстати, по таким птицам еще и далекие переезды отыгрываются. Знаете, вот типа иммиграции, да, может быть даже работа по контракту где-то очень далеко. Но летать вы точно будете. Смотрите, мои хорошие, кто карьеру строит, тут сама судьба, да, взлететь на высоты. Если вы действительно задумывались о какой-то поездке, о каком-то переезде, точно полетите, точно поедете. Если вы делаете все для того, чтобы изменить ход событий, улучшить свою жизнь, улучшить материальное благополучие своей семьи, именно у вас это получится. Крылья растут. Они растут, ежедневно растут, все длиннее и длиннее становится. Чем длиннее крыло, тем выше вы можете взлететь.
Вот с правой стороны это идет. Но это честно заработанное, честно заслуженное. Понятно, что у вас крылья растут только когда вы что-то делаете. Ну, если это карьера, да, то вы самосовершенствуетесь, вы, возможно, повышаете свою квалификацию, вы ищете новые предложения, вы берете новые проекты, да, вы что-то для этого делаете, и крылья отрастают. Длинные будут, очень длинные, высоко летать будете. Так, еще у вас здесь какая-то затычка. Вы меня простите, но вот явно что-то есть, что-то, что мешает прогрессу в вашей жизни. И, скорее всего, это человек. Человек, который мешает, не допускает, мешает, всячески сопротивляется тому, чтобы вы меняли свою жизнь, тому, чтобы что-то случилось, что-то произошло в вашей жизни. Что неминуемо. Понять, кто это человек, понять цели, мотивы, ну и как следствие эту затычку выдернуть и куда-нибудь ее подальше откинуть от себя и своей жизни. Но тут явно помехи вам мешают и мешают вам специально. Здесь нету случайности, здесь именно умышленное, да, умышленное действие вас остановить, вам помешать. И это конкретный человек. Человек, который уже в вашем окружении, либо в вашей жизни, да, присутствует и всячески вот вас топорит, да, не позволяет вам идти к вашим целям. Так, чуть выше у вас кошка. Кошка на 3 лапах, и хвост у нее какой-то укороченный, оторванный, скорее всего. Я очень люблю кошек, но в гадании кошки — это всегда соперницы, соперники. Это всегда конкуренты, это всегда недоброжелатели. Вот, кошка 3лапая и с коротким хвостом. Соперник, соперница, конкурент, конкурентка, которую вы должны победить. Победить. Ну, деваться некуда, придется. Еще я вижу, что эта кошка не просто так возникла в вашей жизни. Это как триггер, это как стимул, это как вызов. Да? Если бы эта женщина, ну, как соперница, да, либо если мужчина смотрит меня, соперник не появился в вашей жизни, то вы бы и половины не смогли добиться от того, что имеете. Либо не стали бы ничего в своей жизни делать, ничего бы не стали менять. То есть впору говорить этой кошке спасибо за то, что она появилась в вашей жизни. Очень здоровски вас простимулировала, вызвав у вас вот этот праведный гнев, да, ситуация благодаря этому гневу у вас раскачалась, да, вы раскачались, вы хоть что-то начали делать, вы за себя начали бороться, да, и за то, что вам важно и дорого. Но вот вижу, что все победой вашей закончится, а кошке тут крепко достанется, крепко от вас достанется. Ну, каждому свое, понимаете, каждому свое. Так, здесь у вас голова собаки с правой стороны. Друг, причем друг, который гораздо сильнее, чем вы, либо в жизни большего добился, чем вы, потому что только голову показали. Иметь такого друга — это счастье, это радость, это успех, да, иметь такого друга. Человек, который будет всегда, ну как, присутствовать, да, незримо присутствовать, и когда надо, помогать, защищать, оберегать. То есть человек не навязывает себя, не навязывает дружбу с собой, но при этом всегда рядышком, всегда готов прибежать в нужный момент, спасти и выручить. Хороший на самом деле знак. Либо у вас уже есть этот друг в жизни, либо появится совсем скоро. Это может быть человек с вами одного пола, либо противоположного пола. Вообще больше отыграется даже как человек, который связан с законом, правом, защитой, может быть, даже с какими-то правоохранительными органами, с силовыми структурами. Да, ну такой, знаете, непростой человечек. Хороший друг, надежный друг и не отвлекает вас ни от чего, да, не навязывает свою дружбу, но всегда готов помочь. С левой стороны здесь переплетение идет. Переплетение. 2 человека соединяются, как 2 рода соединяются. Как, смешиваются, да, вот гены смешиваются. Расы могут смешиваться. Ну, вы как хотите, либо вы, либо кто-то из ваших близких, ну вот дети, внуки, явно вот будет какой-то человек другой расы,
и, возможно, даже другого вероисповедания. Здесь такой симбиоз очень классный показан, когда смешаются два разных начала, два разных рода, очень сильная новая веточка появится, очень сильная, очень талантливая. И веточка, которая прославляет и ваш род, и род, например, того, с кем вы соединились. Ну, семью, да, ту семью. Опять же, кто-то из моих дорогих зрителей выйдет замуж, да, еще деток нарожает, а у кого-то идет, что ваши уже дети, либо ваши внуки. С левой стороны, ну, предположить вы этого не можете. И даже, возможно, если вам сейчас сказать, да, вот конкретно, да, что ваш, например, сын женится на иностранке, вы скажете, там быть такого не может, да, это невозможно. Либо вам сказать, что вы, например, за представителя другой расы замуж пойдете, вы тоже скажете, не-не-не, не пойду, и тем более уже рожать не буду, ничего не буду. Но вот четко показано, соединяются разные расы, разные вероисповедания. И от этого симбиоза новая веточка идет. Очень классная, очень сильная, мощная, прославляющая, усиливающая. Очень талантливые дети, талантливые внуки. И вот эти новые поколения, они все сильнее и сильнее будут, все талантливее и талантливее. Ну, на мой взгляд, это шикарно. Конечно, вам решать. В принципе, ничего в этом дурного нет. Главное, чтобы люди были нормальными, правильно? Так, еще я вижу человека, который приходит в идеальную форму. Мужчины и женщины, одинаково идет предсказание. Вы все разные, да? Каждый имеет свои недостатки, либо каждый недоволен собой по-своему. Кто-то хочет набрать, кто-то хочет скинуть, кто-то, может быть, хочет как улучшить себя, да, может какую-то операцию провести. Ну, опять же, не будем лезть в детали, но вот я вижу человека, который получает эту совершенную форму, он ее добивается тяжелым трудом, может быть, денежными вложениями, но вы то, чего хотите, то, чего желаете, вот на выходе, вы это получаете. Это будет непросто, это будет не быстро, но это точно будет. Это точно будет. И если вы сейчас мне скажете, что нет, я слабохарактерная, я там не могу держать диету, либо я не могу заставить себя там кушать, либо заниматься спортом, либо я боюсь там всяких уколов, оперативных вмешательств, я вам скажу так. Боитесь, не боитесь, но это точно с вами будет. Вы достигнете своей идеальной формы и будете собой невероятно довольны. Невероятно. Это будет ваша гордость, да, что я смогла, я смог, я добилась, я добился. Ну, чудесно. У вас, кстати, мировоззрение поменяется. Еще я вижу ключ, который вы ложите себе в карман. Ключ от квартиры, ключ от дома, может быть, даже это дача. Да, каждый о своем мечтает, но это ваш ключ, и он у вас в кармане хранится. То есть вы хозяин, вы хозяйка недвижимости, да, которая открывает этот ключ. Кстати, еще, возможно, как момент наследия. Да, вы станете наследником либо наследницей какого-то имущества. Ну, хороший знак, почему нет? С правой стороны идет решение какой-то очень сложной задачи, возможно, даже родового масштаба. Опять же, вы все разные. Проблема семьи, либо проблема рода. Ну, допустим, что это может быть? Если мы говорим о проблеме рода, то, возможно, это какая-то дурная наследственность. Карма рода, всякие там генетические моменты, наследственные болезни. Да? Это вы сможете решить. Вы будете долго с этим работать, над этим биться, сражаться, и вы решите. И если мы говорим о семье, возможно, есть большая проблема в вашем доме, в вашей семье. Ну, допустим, кредитов много, да, либо какая-то неразрешимая дилемма. Именно вы своим упорным трудом, вот это вот не сдамся, не смирюсь, да, вы добьетесь, вы решите эту проблему, решите окончательно и бесповоротно. Не только с себя ее скинете, но и со своего, допустим, рода, либо со своей семьи. Это очень сильный знак. Честно скажу, будет тяжело. Тяжело и долго.
Но вас не остановить. Вас не остановить. Вы этого добьетесь. Так, еще работа у вас какую-то интересную вижу. Работа, причем у вас топор вышел на работу. Ну, дрова рубить, щепки будут лететь. Денежная работа, прибыльная работа. С правой стороны вы уже об этом думали. Либо вы уже этим занимались. Либо вы об этом мечтаете, да, об этой работе. Она будет вашей. Она будет вашей, эта работа. Либо вы будете этим заниматься и достигнете большого успеха в этом. Карьеру построите, крутой бизнес разовьете. Почему нет? Идет топор, вот он, смотрите, какой шикарный, четкий топор. Так, с левой стороны у вас очень интересная ситуация, там, где вам удастся благодаря своему уму, своей смекалке, сообразительности, чью-то ошибку, либо чей-то промах развернуть себе во благо. Кто-то ошибается, либо кто-то делает что-то неправильно, и вы пользуетесь моментом и разворачиваете ситуацию на себя. То есть чужая ошибка вам плюс, вам получение и достижение. Ну а тому человеку, соответственно, минус, и как бы ошибся, получай свое. Не знаю, кто-то должен ошибиться, и вы воспользуетесь моментом себе во благо. Это очень яркий момент, очень яркая ситуация. Вы собой тоже будете очень гордиться. И те, кто вас знает, кто, например, видит эту ситуацию в разрезе, все просто вот в шоке в таком будут от вас, да, вот прям хлопают в ладоши стоя. Вот насколько вы мастерски это все сделаете. И в венце у вас, смотрите, какая огромная птица летит издалека, прям совсем издалека. Летит, что-то вам принесет. Принесет то, чего вы никогда не ждали получить. Либо, знаете, как разуверились, да, что вы что-то получите. Но птица прилетит и вам это принесет. Так что, мои хорошие, все еще будет. Все будет хорошо. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.